Акробатические элементы и знакомый всем без исключения ритм танца. Зрители, затаив дыхание, наблюдают за каждым движением артистов. Юбилейный концерт ансамбля «Хайтарма» должен был состояться в прошлом году, однако из-за ковидных ограничений праздник решили перенести на 2021. 80-й день рождения ансамбль отмечает сегодня. Зрители заняли свои места. Программа юбилейного концерта более чем насыщенная. Целых 40 номеров. Скучать точно не придется. Ансамбль создали за несколько лет до Великой Отечественной войны. Затем он был возрожден в Ташкенте в годы депортации. Коллектив стал хранителем самобытной музыкальной, вокальной, танцевальной культуры крымско-татарского народа. В 1992 году ансамбль «Хайтарма» вернулся на родину. К концерту готовились долго, говорит руководитель «Хайтармы» Эльмира Налбантова. Ведь необходимо было показать зрителям главные достижения ансамбля за годы существования. Люди увидят старых знаменитых артистов и, конечно же, новые артисты, которые сегодня будут выступать. Михаил Пурювкин – один из старожилов ансамбля «Хайтарма». В 70-е годы прошлого столетия присоединился к коллективу. С тех пор его жизнь прочно связана с крымско-татарским танцем. Сейчас мужчине 82, танцует вместе с сыном. Танец пастуха был дан. Из-за того, что я слишком молодой, поэтому небольшой кусочек этого танца. Постановки крымско-татарского балетмейстера, народной артистки Таджикистана Ремзие Бакал, нежные и чарующие танцы заслуженного работника культуры Республики Крым Заремы Османовой, зажигательные постановки Медата Халилова, народные песни и мелодии, а также выступления других известных артистов крымско-татарской эстрады не оставили публику равнодушной. Дауд Чахалов, Арсен Фукала, телеканал Миллет.